Вот такие объявления появились. Такое объявление пару дней назад появилось в многоэтажке на улице Голубятникова. Жителям предлагают перейти по QR-коду и вступить в домовой чат, чтобы обсуждать насущные проблемы и знакомиться с соседями. Загвоздка в том, что никто из жителей не знает, кто создал этот чат. Живущие здесь бабушки, дедушки, для них это, наверное, будет проблематично. То, что вот по QR-коду, лучше не надо в такое вот вступать. Жители предположили, это новый вид мошенничества. Подозревают, перейдя по QR-коду, украдут деньги. В последнее время бывает часто случаи мошенничества. То есть приглашают по этому QR-коду перейти, а потом какие-то там могут быть нежелательные действия. Идентичное объявление появилось в доме на улице маршала Чуйкова. Большинство жителей не рискнули воспользоваться предложением. Нужно избегать всяких активности в том, что ты не знаешь, да, и чем ты не владеешь. И во всех чатах уже тоже было предупреждение, что лучше не проходить ни по каким ссылкам, потому что уже многие люди на это повелись, видимо, понесли какой-то ущерб. Такие листовки появились в подъездах домов в Казани, Нижнекамске, Альметьевске. Об этом пишут татарстанцы в социальных сетях. В МВД республики предупреждают, этот способ получения доступа к деньгам или к личным данным граждан называется квишинг и призывают не попадаться на уловки мошенников. Каждый день придумывают новые схемы обмана. Будьте бдительны. Всегда проверяйте поступающую вам информацию. Необходимо сохранять конфиденциальность своих личных данных и кодов подтверждения из СМС. Также не стоит переходить по сомнительным ссылкам и скачивать приложения по указанию неизвестных. Специалисты говорят, жертвой аферистов может стать любой. Мошенники зачастую отличные манипуляторы. В зоне риска пенсионеры и одинокие люди. Во-первых, это эмоционально перегруженные люди. Когда вы устали, раздражены или в стрессе, вероятность импульсивного действия, например, перехода по ссылке, возрастает. Люди, которые находятся в кризисе. Мошенники часто играют на наших страхах или надеждах. Например, предлагают легкий заработок, помощь с долгами. Чтобы не попасться на уловки мошенников, советуют перепроверять информацию и советоваться с близкими, прежде чем принимать решения и отправлять деньги. В МВД Татарстана сообщили, пока заявлений об обмане через домовые чаты к ним не поступало. Алена Струменская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Татарстан.